Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Вы должны это услышать. Мужчина раскроет вам свою душу. Вызовем мужчину на откровенный разговор. У многих, я знаю, есть отношения, пары, но что-то не строится, что-то не ладится. И мужчина в последнее время стал подозрительным, тихим, загадочным. Давайте спросим, что его так сильно беспокоит. Если вы не боитесь слышать правду, пожалуйста, оставайтесь. Если страшно, если сомневаетесь, то, пожалуйста, переходите на другие видео, на другие каналы. Итак, настраивайтесь, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, назовите его по имени. Что с тобой происходит? Пожалуйста, приди, раскрой свою душу. Честно ответь, что же тебя беспокоит? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же позовем мужчину. Пожалуйста, приди, покажи, что тебя беспокоит, что тебя волнует, что у тебя на душе. Так. Мужчина, ваш мужчина сейчас в очень подавленном состоянии, очень серьезных, ну я даже не знаю, тут такие энергии очень болезненные, у него как психологическая травма происходит, на него очень сильно влияет внешняя ситуация, я не знаю, политическая ли это ситуация, ситуация в мире, ситуация в его комьюнити, в его обществе, да, где он находится, общается. Здесь как будто бы со всех сторон его подпирает, да. Плюс с вами что-то не так у него в отношениях. Смотрите, вот в центре ваша пара, да, сердце не прорисовалось, но при этом пририсовались вы. Вы достаточно большую часть занимаете этого сердца, и вы намного больше и мощнее. Мужчина вот сам себя поменьше, так поскромнее вырисовывает, но при этом он считает, что идет проблема с вашей стороны, что кто-то вас накручивает против него, что вы в нем разочаровываетесь, что вы в нем сомневаетесь, что вы вот там, я не знаю, его бросите, ему снятся кошмары. И вот прям, знаете, снится ему, что его кто-то душит, я не знаю, то есть может он даже вам жаловался. Тут либо удушение может быть, либо вот смерть от удушения, либо он чувствует, что он там умирает, да, во сне. У него ну, какая-то психосоматика вот выразилась очень ярко. Вот именно стрессовая ситуация, которая на него очень сильно повлияла. Стресс этот пришел извне. На него влияет ситуация сегодняшнего дня. Не знаю, новости, может, он там часто смотрит, может, он там с мужиками на работе обсуждает эти новости. Здесь беспокойство за завтрашний день, за вас, за то, как все сложится. Очень сильно боится он остаться без денег, без работы. Боится, что он на ноги не встанет. Как-то прямо у него сейчас, ну как вот прям чувствует, что вот сжимаются тиски на нем, понимаете? Он себя вот таким делом доведет до просто таки до больнички. Знаете, я не хочу каркать, я просто вот девочкам, кто за своим мужчин переживает, прям говорите с ним, проговаривайте, я не знаю, там насильно его куда-нибудь отведите, ну, я не знаю, там к психотерапевту, что ли, да. Мужчина нуждается в помощи. Он себя загоняет, мысли страшные, мысли темные. У него, вот знаете, у кого-то может быть действительно подселенец, прям, знаете, вот подселилась к нему сущность, которая его беспокоит, да, дергает его постоянно, не дает ему голове, вот мозгу его отдыхать. А у кого-то это именно
такая психосоматика у человека выражается. Тут, конечно, нужно конкретно смотреть на мужчину, то есть это общее все-таки гадание, да, я говорю так и так, вот что я вижу. Потому что, смотрите, вот он, да, и его вот дергают за веревочки, вот несколько людей, там, не знаю, сущности, может быть, его дергают, постоянно дергают. И он, кстати, разрывается между вами и еще кем-то. Еще кем-то это может быть жена, это может быть бывшая жена, да, которая там говорит, там денег нету, детей нужно там растить, там прочее, прочее, все время что-то придумывают. Также может быть мама, родители, там бабушка, не знаю, сестра. Вот кто-то его постоянно дергает, причем его там тоже вот как-то там затравливают, запугивают, зажимают. То есть человек и так ему тяжело, и так он напуган, он внешне взрослый мужик серьезный, да, а в глубине души маленький мальчик, которого запугали, затравили. И он, ну, был бы он ребенком, да, он бы поплакал, порыдал бы и хотя бы выкинул бы этот негатив из себя. Но он мужчина, он не может плакать, у него, ну, нет возможности себя, ну, очистить вот от этой гадости, которая в нем сейчас находится. Здесь, девочки, что я советую? Во-первых, я советую обязательно, вот как хотите, да, поговорить, разговор должен быть спокойный, тихий разговор. Ни в коем случае там не давить, не угрожать, ни чего-то там прям выпытывать, да, вот этого нельзя. Второй момент, если мужчина адекватный, да, ведите его прям таки к психотерапевту, пусть ему там какое-нибудь, может быть, успокоительное выпишут. Если есть возможность, обратитесь, я не знаю, там пусть с ним поговорят, пообщаются. Просто знаю, что это дорого стоит, но это действительно помогает эффективно. Чтобы он выговорил, да, он вам не сможет сказать, он вам вообще не скажет, потому что, смотрите, вы для него вообще очень важное и главное, он очень боится, что вы разочаруетесь, вам вообще не скажет. Он должен сказать кому-то другому, да, что его беспокоит, чтобы хотя бы облегчить чуть-чуть свое состояние. Либо, если мужчина вообще закрылся, не идет ни на какой контакт, тогда чистите его, чистите самостоятельно. Благо чисток огромное количество в интернете, в свободном доступе. Любые чистки, молитесь за него, просите за него. Пространство в доме почистите, если вы вместе живете. Да, вот прямо свечой можете пройтись по каждому углу, почитать «Живы в помощи». Можете соленой водичкой помыть полы и вот прям побрызгать в каждой комнате на все стенки, чтобы соль почистила, в себя впитала. Девочки, ну вы у меня умные, вот я просто знаю по своим гаданиям, что меня смотрят всегда девочки, которые вот с высоким уровнем чувствительности, способные и которые знают, что делать. У вас вот прям голова в хорошем направлении, правильном работает, вы сами все знаете, вам подсказки от космоса идут. Поэтому займитесь этим делом, мужчина явно нуждается в помощи. Сам он не выберется, он сам себе только загонит. А вы можете этого человека и почистить, и спасти. Даже вот если вы о нем будете просто молиться, вот именно от души, от сердца, за его благость, за то, чтобы он очистился, за то, чтобы он оздоровился, знаете, это тоже сработает и поможет, потому что я вижу, что вы к нему настроены, что вы, ну что тут, я просто помню, я написала, было гадание, да, и я вот говорю, что девочки меня необычные, мальчики смотрят, талантливые, и мне прям там в комментарии пришло, что вот, дура какая-то всем рассказывает, что типа у всех да, а почему вы не верите в это, или вы думаете, что все люди прям обычные, да, а вот экстрасенсы, их раз-два и обчелся. Да, человек может быть экстрасенсом, ведающим, мудрейшим, умнейшим, но всю жизнь прожить и даже об этом и не узнать, да. Мы же выросли, особенно кто вот как я, там, да, 80-х годов, 70-х годов, мы же все выросли в таком материальном мире, где нам не то, что там в храм ходить, да, все закрыто было, там все жили на идеологии, поэтому... И серьезно говорю, я вижу это на общих отсыпках, на общих отливках. Вижу, что люди меня смотрят необычные, талантливые, способные. Мои дорогие, вот у вас есть, вы чувствуете, вы чувствуете своего мужчину, и даже вот судьба ведет. Вот кто зашел на эту отсыпочку, вы же не случайно зашли. У меня эти отсыпки каждый день, понимаете? Каждый день на моем канале. Вы зашли именно на эту попали, значит, вам нужна эта информация. Поэтому... Я вам говорю, что здесь мужчину нужно спасать. Как хотите, спасайте своего мужчину.
любые способы здесь хороши. Я вот вижу, что вы можете, у вас получится. Вот этих вот товарищей, вот этих вот нужно отсекать. Они здесь не нужны. Видите, как они им управляют? Прям палку ему в голову вставляют, пробивают его энергетически. Это все нужно убирать, все нужно очищать. Знаете, здесь еще может быть такая вещь, что кто-то на вашего мужчину глаз положил. Но это не сейчас было, это вот в прошлом было. И кто-то мог на него ритуалить и обрядить. Вот в прямом смысле слова. Да, к себе хотел его приманить, от вас отбить. То есть мысли такие посещали кого-то. Но это может быть точечно, может у кого-то, не у всех. И вот это повлиять могло на мужчину. А вообще мужчина очень такой тонкой душевной организации. Он слабенький в этом плане. И был всегда слабенький. Вот он очень эмоциональный. Конечно, он это прячет, он типа такую броню носит, но у него эмоции через край на самом деле. Поэтому с ним нужно работать, его нужно спасать. А мои милые, вас любит, уважает, смотрите, на первое место ставит. И он, знаете, как думает, я говорить не буду ей ничего говорить, чтобы ее не беспокоить, и чтобы она вам не разочаровалась. Очень сильно боится, что вы его бросите. Скажите, что он вам нужен, скажите, что вы вместе сила, что вы вместе справитесь, что вы ему не только любимая женщина, но и боевая подруга. Понимаете, вот это важно слышать вашему мужчине. Мужчине очень тяжело. А у вас тоже вопрос к нему, да, чего так ведешь себя, чего отворачиваешься, чего молчишь, чего там сопишь себе под нос. Вы начинаете неладное думать, но не в ту сторону, понимаете. Можете подозревать, что у него там другая появилась, либо он к вам охладел. Нет, у мужчины просто уже, я не знаю, истерия какая-то началась. Я вот хочу даже предупредить, что здесь могут быть проблемы вот такого, знаете, характера нехорошего, как там инфаркт, инсульт, не дай бог. Особенно у кого мужчины такие 45+. Прям спасайте его. Видите, он сразу вот пошел про себя все рассказал. Потому что душа уже просит спасения, понимаете, вот, чтобы не загнаться и чтобы поздно уже не было. Да, мужчины, конечно, иногда хуже малого дитя. Так ему прям тяжело, бедняжке, но он молчит, говорит, не хочу любимку обижать, не хочу, чтобы она за меня переживала, не хочу, чтобы разочаровалась. Да, мужчина тут, конечно, завел себя просто в тупик, тут по-другому и не скажешь. Так, мои милые, я вам все сказала. Давайте займитесь своим мужчиной вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот что есть под рукой, тем и позанимайтесь. Помолитесь, почистите дом, сходите в храм, там службу закажите за здравие, поработайте. Мужчину нужно спасать, мужчину нужно вести. Вот, к доктору отведите, что ли, да, пусть проверится. У него, кстати, боли по телу есть. У него, вот, может, он жаловался, головные боли, руки, ноги тянет. Вот у него уже как, признаки, вот симптомы, да, пошли. Обратите на это внимание, вот прям как хотите. Поберегите своего мужчину. Он очень сильно сейчас нуждается именно не в проработки, да, что он там молчит и прочее, а именно в помощи, в медицинской помощи и, скажем, душевной помощи, чтобы вы ему помогли. Так, мои милые, занимайтесь, надеюсь, все будет хорошо. Поработайте над своим мужчиной, дальше будем смотреть. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.